Чувашский национальный музей отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 98 лет. Конечно же, за это время многое успело измениться. Сейчас это учреждение культуры расположено в красивом светлом здании в центре города. А постоянные экспозиции рассказывают посетителям об истории Чувашского края с древнейших времен. У каждого предмета здесь своя история. А богатыми узорами национальной вышивки, пожалуй, можно любоваться бесконечно. Желающие могут посетить здесь различные лекции и мастер-классы. Таким образом, главной целью, говорит директор музея Ирина Меньшикова, всегда было и остается сохранение и приумножение духовного наследия. Вообще краеведческие музеи, говорят, похожи друг на друга. Но они отличаются тем, что они рассказывают об истории места, о котором так хорошо ни один другой музей рассказать не может. Наша уникальность в том, что мы здесь храним, оберегаем, представляем именно те артефакты истории, свидетельства истории, которые имеют отношение именно к чувашскому народу. Историко-географический факультет Чувашского государственного университета имени Ульянова сотрудничает с Национальным музеем в области археологии уже более 10 лет. В фонд передаются экспонаты, найденные в ходе раскопок на территории республики. Некоторые из этих артефактов без преувеличения можно назвать уникальными. У нас ежегодно бывают уникальные экспонаты, которые пополняют фонд знаний по древнейшей истории Чувашской республики, и здесь их можно также будет увидеть в экспозиции. Ну, к числу последних у нас есть открытие в области археологии средневековые. У нас есть городище 14-15 века, на котором найдены экспонаты, относящиеся к быту и, значит, к хозяйству русского населения Чувашского Приссурья, когда начинается русская колонизация. Ну, к примеру, это монеты, это предметы быта, например, это, значит, инструменты, различные приспособления для, допустим, видов ремесла, да, и так далее. Да, то есть... На празднике принято дарить подарки. Заместитель начальника УФСИН по Чувашской республике Алексей Князькин преподнес в музей нарды с государственной символикой. Таким образом, это ознаменовало продолжение плодотворного сотрудничества, начало которому было положено еще много лет назад. Еще раз с днем рождения. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Кроме того, в день рождения музея произошло еще одно очень важное событие – открытие виртуального представительства Государственного музея истории и религии. Теперь посетители смогут виртуально посетить храмы и другие культовые сооружения северной столицы. Петербург, будучи столицей некогда Российской империи, к 913 году, когда отмечалось 300-летие дома Романовых, обогатился соборной мечетью, обогатился буддийским храмом. В Санкт-Петербурге была синагога с конца XIX века, большая хоральная, одна из крупнейших в Российской империи. На берегах Невы были, безусловно, храмы самых разных христианских конфессий. И вот, придя в Национальный Чувашский музей, в музей вышивки, в это подразделение Чувашского национального музея, можно будет посетить и Никольский морской собор в Санкт-Петербурге, виртуально по нему побродить, попутешествовать. Это один из самых красивых храмов, побывать и в синагоге, и в мечети, и в буддийском дацане, в лютеранской кирхе, в католическом костеле, в православном храме. Так что Национальный музей старается двигаться в ногу со временем. И, наверное, самый лучший способ провести выходной интересный с пользой – это отправиться смотреть новую экспозицию. Елена Яковлева, Илья Волков. Жизнь столицы.